Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Перед тем, как начать отсыпку, я хочу поговорить о шарлатанах и лжегадалках. Накипело, наболело. Если вам не интересно, там внизу под видео будет тайм-код. Вы можете просто перейти и начать смотреть гадания. Кому интересно, для кого это важно, ну и, конечно же, для вас, шарлатаны, давайте поговорим. Ну, вы все знаете, да, что такое гадалка, маг и предсказатель. В наше время это что-то такое вот типа забава, несерьезное. Вот посмешище, да, вот смеются над магами и гадалками. А то, что это ремесло, очень тяжелое ремесло, даже никто и не думает. А благодаря кому? Благодаря шарлатанам, которые ищут доверчивых людей, облапошивают, ну и со всеми вытекающими. И на ютубе огромное количество таких людей, и я не раз уже столкнулась. Что делают? Пересказывают. Вот у меня пересказывают все. И песок, и кофе, и воск, и карты пересказывают, и шар. Все вот что найдут, все пересказывают. Я вас всех знаю, всех. И поверьте, за каждое слово, которое вы у меня украли, вы заплатите в 13 раз больше. Ну, это уже как... Просто даже не предупреждение, да, ставлю вас в известность. Что мне противно? Мне противно, когда обманывают людей. Самое главное, вот за что болит душа, это за обман, когда несчастных покинутых людей без надежды обманывают, разводят, дурачат и издеваются. Я пришла на YouTube 2 года назад. Я даже об этом не думала. Я жила своей жизнью, у меня были мои дорогие клиенты, меня люди друг другу советовали. Я не нуждалась ни в рекламе, ни в дополнительных клиентах, да вообще не нуждалась ни в чем. Вот жила своей жизнью, практиковала, занималась тем, что мне нравится. И вот в один день ко мне пришла женщина, одинокая, с 2 детками, с истерикой, ее всю трясло. У нее прям припадки уже начинались. Пришла и говорит: помогите, вот ребенка спасите. Что случилось? На ребенке порча, у него рак. Думаю, боже, что это? Смотрю, у ребенка никакого рака нет, никакой порчи нет. Кто сказал? Говорит, вот на ютубе. На ютубе женщина, вот я ее смотрела, она вроде как все угадывала, вроде похоже было на общих гаданиях. Я к ней обратилась, и она мне такое сказала. И сумму она, значит, ей за лечение рака и порчи назначила. Представляете? Я ей говорю, ну, брешет твоя женщина, ничего нет. А она, понимаете, она уже себя накрутила, она уже с этим живет, уже, знаете, клинику себе ищет, где почку печень продать, чтобы ребенка спасти. Так, мои дорогие, еле успокоила, оплатила МРТ ей, ну, вернее, не ей, а ребеночку, да, чтобы доказать, что ничего нету, нет никакого рака у ребенка. Вот до такого доходят. После этого, посоветовавшись со своими коллегами, со своими наставниками, я пришла на YouTube, чтобы нести вам правду, чтобы давать вам информацию, поддержку и помощь. Также все мои видео, перед тем, как я их выпускаю, я заряжаю энергетикой, хорошей, доброй и позитивной. Я делюсь каждый раз частичкой себя с вами, с моими дорогими зрителями. Я об этом не часто говорю, но кто со мной давно, тот об этом знает. Так вот, за людей обманутых не прощу. За то, что у меня берете, да и у других берете, я тоже не один раз видела, тоже не прощу. Ну и самое главное, вы позорите, вы, твари шарлатаны, позорите магов, предсказателей, людей, которые имеют дар и возможность помогать. Из-за вас, шарлатаны вы, недоделанные. Предсказатель — это что-то позорное, маг — это посмешище. Это вы все сделали. Вы опозорили людей, ремесло опозорили. Кто дал вам право? Кто? Вы сами себя назначаете. Сами себе присваиваете титулы, звания. Сами, да? Ну, сами будете отвечать. Я не одна, нас много. И поверьте, каждый будет
обнаружен. И каждый, еще раз повторюсь, получит свою награду. Перед тем, как продолжать свою грязную деятельность, задумайтесь. Задумайтесь. Это не ваши шарлатанские предсказания и обряды. Это то, что действительно может вас найти и очень сильно по вам пройтись. Так, курьезный случай. Буквально вот на днях моя дорогая подписчица прислала мне ссылку на видео женщины, которая то ли Сантана, то ли Монтана, что-то типа такого, из Литвы, по-моему. Ну, такая, знаете, артистка-пародистка. Значит, все, что вижу, то и повторяю. Гадать на песке может только медиум. Только медиум. Вот рисунки на песке, то, что делаешь ты, ну, это вот туда, в песочницу. Это первый момент. Второй момент. Ну, тебя насквозь видно. Ты алчная дрянь. Будешь дальше продолжать, ничего хорошего тебя не ждет. Ты и так от рождения Богом обижена. Знаю, что смотришь. С мамашей своей, с ясновидящей мамашей. Да, представляете, вот на пару, да, такой семейный подряд. Сидят бабы и такие думают, фух, а почему нет? Почему нет, да? Заработаем себе денежек, чего нет. Ну, свое вы получите. Да, и говорить мне, что я грубая, или как там, невоспитанная. Что за она мне такое, типа, написала в ответ? Ой, так ты еще грубых не видела. Повезло еще тебе. Кто не верит в справедливые наказания, ну, вы дураки, вот честно. Больше мне сказать нечего. Мои дорогие зрители, будьте бдительны, не дайте себя обмануть. И тоже просьба, если вдруг вы увидите чье-то видео, которое повторяет мои видео, присылайте мне, пожалуйста, на них ссылки. Буду вам очень благодарна. Не дадим опозорить предсказателей и магов, не дадим дурачить людей. Кто согласен, пишите комментарии. Ну, а вы, шарлатаны, одумайтесь, одумайтесь, пока есть время. Да, признать свою вину и раскаяться, это тоже помогает. Это ваш выход, единственный выход, который у вас есть. Мои хорошие, кто дотерпел, спасибо, что вы слушали. Ну, а кто присоединился, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Будет ли новый брак, по судьбе ли вам быть замужем? Либо первый раз, либо еще раз, ну, кому как угодно. Пожалуйста, настраивайтесь, загадывайте на себя, называйте имя, дату рождения и давайте будем смотреть. Я думаю, вы все уже готовы. Я выбираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну тут 2 брака выходят. 2. Ну что, мои хорошие, давайте посмотрим на вашу судьбу. Смотрите, вот я вижу 2 истории. 2 одинаково. Вот они идут с 2 сторон. Одна у меня женщина в браке никогда не была. В принципе, не была. И мужики-то были. Были, вот там крутились, может, даже с кем-то там общалась, встречалась, проживала. Но так, чтобы до брака, так и не дошло. А вторая женщина уже опытная. Либо сейчас в браке находится, либо тяжелый брак за плечами находится у нее. Даже не знаю, как поступить. Ну, давайте по очереди, да, я расскажу. Начнем с девушки, которая в браке не была. Ну вот, не случилось, не получилось. Сразу хочу сказать, что у вас есть мужчина, который вас, ну, как-то вот втайне любит, на вас надеется. Но этот мужчина, он какой-то слабенький, он вас недостойный, и высшие силы просто не дают, не позволяют ему с вами вместе быть. Вот не подпускают, он только пытается, бедненький, к вам ручку протянуть, а ему раз и по руке, типа, куда руки тянешь, не твоя, не для тебя, да, мама ягодку растила. Здесь просто не позволяют. И если у вас с каким-то вот мужчиной не сошлось, не срослось, а дело шло, например, к браку,
то не дали, просто не дали. Этот человек вас недостоин, и счастливой он вас не сделал бы никогда. С ним бы вы ничего хорошего не познали, даже если отношения у вас были более-менее нормальные. Просто не дали, и все, вас не дали. Так, а почему не было брака? И не встретили свою судьбу. Где-то ваша судьба потерялся, заблудился. Там кто-то вашу судьбу перебил. Знаете, как мужчину с пути сбили. Он вроде как к вам шел, а его сбили. Вот почему вы определиться не можете. Почему так много знакомств было, да, и ничего к толку не привело. Так, кто мужчину с пути сбил? Ну, тут могла быть и магия, тут могли быть и манипуляции. Ну, знаете, как вот идет? Вот женщина, которая его с пути сбила, она ему то ли мать, то ли она ему... Даже может и жена быть вот в сегодняшнем дне. Если мать, то такая, знаете, прям пылинки с него сдувает, надышаться на него не может, очень за него переживает, прям никуда от себя не отпускает. А если жена, либо женщина, кто с ним сейчас там рядом находится, то она живет вашей жизнью. Вот она как украла у вас этого мужчину, кто вам по судьбе был. И вот она с ним пытается жить. Но она не вы. Она с ним несчастлива, и он с ней несчастлив. Здесь отношения, они рухнут. Либо уже рухнули, либо рухнут в ближайшее время. Нет. На краденом, понимаете, на краденом-то счастья не будет. Никогда. Никогда. И все краденое, оно все равно потом прахом оборачивается. Кто бы что ни думал. Вот. Так что тут без вариантов. Здесь мужчина, смотрите, когда вот он уже руки к вам тянет, тот, который вам по судьбе. У вас с этим мужчиной встреча все равно состоится. Вот хотите, не хотите, встреча ваша будет. Когда вы его встретите, он свободно идет. Он к вам без обременения идет, свободным человеком. И он к вам идет. Не вы к нему, а он идет к вам, и он идет за вами. Если у мужчины мама такая сердобольная, девочки, значит, он с ней договорился. Возможно, какой разговор у них был, да, что он сказал: мама, хватит меня опекать, я мужчина взрослый, я хочу жить своей жизнью, я хочу семью, я хочу свободы в конце-то концов. И там с мамой вот прям так строго он поговорил, и они договорились. Но, девочки, вот сразу хочу сказать, мама может быть проблемой. Она вас будет прям чуть ли не в это увеличительное стекло рассматривать. Какая вы, кто вы, приличная, неприличная. Там, знаете, экзамены вам какие-то будут устраивать. Но это все не со злого умысла, вы это будете понимать. Это больше будет выглядеть что-то потешное. Да? Ну, поулыбайтесь, посмеетесь, поудивляйтесь, какая заботливая мама у вашего будущего мужа. Так, у вас с этим мужчиной встреча идет в жаркую погоду, в жарко, да, лето, жарко. Это либо этот год, либо следующий год. Вас много, вы приблизительно, как похожие, да, потому что приходят только те, кому нужно получить эту информацию. Либо это август, начало сентября, этот год, либо следующий год. Вот в жару идет, жаркое время. Но мужчина сам на вас выходит. Не могу сказать подробностей, здесь не вижу, как вы познакомитесь, но он выходит, видите, он уже к вам руки тянет, он сам на вас выйдет. С этим человеком, вот он ваш брак официальный, и следом идет второй брак, это брак религиозный. Смотрите, и от мужчины пойдет эта инициатива. Если вы неверующая, если вы, скажем так, атеистка, может быть, деистка, он вас уговорит. Вот он скажет: для меня это важно. И я хочу, чтобы мы не только для людей были мужем и женой, но и для высших сил. Значит, девочки, через обряд, через религиозный обряд у вас второй брак идет с этим человеком. Для молодых сразу хочу сказать, 2 деток идет. 2 деток. И так интересно, значит, один ребенок на вас похожий, а второй на мужчину. Только не скажу, как внешне, либо по характеру. Но так прям четко пойдет. Один, значит, будет как мамин, да, мамин ребенок, а второй как папин. У вас очень интересная семья с этим человеком появится. Вы, мои хорошие, забудете все те обиды, которые у вас были. А я вижу, что вы обижаетесь. Вы на судьбу обижаетесь, что нет пары, что нет брака. Кстати, может быть, там и родственники вас
все время как подшпиливают, говорят, ты что, там замуж и прочее, прочее. Никого не слушайте. Ваш мужчина, вот он. Ну да, заблудился немножко, но он вас найдет. Не переживайте, даже не думайте. Все будет. И брак будет, и счастье, и семья, и жизнь у вас замечательная с ним будет. Так, теперь давайте поговорим про девочек, кто через грабли, извините, прошел, по-другому не скажу. Здесь мог быть один брак, могло быть несколько браков, у кого-то вообще отыграется, что вот кошка, видите, какая кошка сидит, могли у вас мужчину увести. А тут женщина хлебнула, дай Боже, тут тяжесть, разрыв, предательство, обид очень много. Тяжело, прям тяжело. Тяжело. У кого ушел мужчина? У кого ушел мужчина? Смотрите, у вас ушел, а новый к вам придет. И будет круговорот мужчин в природе. Понимаете? У любовницу мужик бросил, она вашего увела. А вы у другой уведете. Ну так, утрированно говорю. То есть у вас идет мужчина разведенный. Разведенный, либо не до конца разведенный. Если по первому случаю у нас свободный пришел, как освобожденный, да, туз, если у него были узы брака, то у вас идет мужчина 100% женатый был, либо в момент, когда вы с ним познакомитесь, он еще не оформленный будет. То есть у него как вот за ним стоят, целая кагала стоит. То есть семейный был. Смотрите, вот, еще поняла, смотрите, кому-то скажу, важно. У кого-то из девочек, кто в определенном возрасте, кто вот был, скажем так, в отношениях замужем, у вас мужчина может прийти. Вот если вы одна, если детей у вас нету, если вы вот совсем одинокая, может даже родителей нет, то у вас мужчина с семьей идет. И это не значит, что у него там жена и там, со всеми вытекающими, да. Скорее всего, придет он к вам и с мамой, и с папой, и с детьми своими, но без жены. Вот так еще может прийти. То есть он вам еще всю семью подарит. Но вы представьте, вы одинокая, никого нету. А тут приходит мужчина, и вот целая готовая семья с собой ведет. Это вот у кого-то отыграется. Но для большинства отыграется, что у мужчины есть там хвосты, причем он не один, этот хвост. В принципе, вы тут чем-то похожи. Смотрите, девчонки, этот мужчина, он с вами похож по опыту жизни. То есть у вас было плохо в отношениях, и у него было очень плохо. Вам друг друга очень легко будет понять. Очень легко понять. Вы друг друга жалеть будете. Потому что вы как будто бы одну и ту же шкуру на двоих поделили. Вот то, что вы пережили, то и он пережил. Вот будете с ним говорить и будете в шоке. Вот насколько его ощущения, его мысли. Вот это ваши мысли и ваши ощущения. То есть два несчастных человека с обожженными сердцами, с разбитыми душами вот так встретятся, поговорят к друг другу и начнут клониться. Начнете вы с дружба, а встретитесь вы на какой-то деятельности профессиональной. То ли он вам что будет делать, то ли вы ему что будете делать. Может быть, коллегами на работе будете, а может быть, действительно, по каким-то вопросам вот вас судьба столкнет. Вы не ищете мужа, нет. Может быть, вы и говорите, друзьям, знакомым, что да, я хочу. На самом деле не хотите. У вас такая боль сильная в душе, в сердце, что вы не хотите. Вы даже не то, что не хотите, вы боитесь. Вам до сих пор больно, до сих пор у вас ноют эти раны. И иногда даже вот там смотрите что-нибудь, там телевизор, не знаю, сериал, может, книгу какую читаете. И вот когда что-то похожее на то, что вы пережили, вы просто начинаете плакать. Боль. Она еще не остыла, не ушла. Вы закрываетесь от мужчин. Очень закрываетесь на самом деле. Вы вот спросите кого-нибудь из ваших близких, там, подружек, знакомых. Пусть они вас, не знаю, на камеру заснимут, да, когда вы с мужчинами там знакомитесь, общаетесь. Вы знаете, вы улыбчивая, веселая женщина. Такая оптимисточка. Классная. Вот... как женщина, вот весна, понимаете, вот прям и веселая, и активная, и песни любите, и хозяйка вы замечательная. Вот. Глаза блестят. А как с мужчиной знакомитесь, в них страх появляется в глазах. Страх, вы в лице меняетесь.
Вы сразу вот как в снежную королеву превращаетесь. Это защитная реакция у вас так срабатывает. Так что, мои хорошие, здесь, конечно, надо лечиться. Лечиться, причем кому-то испуг надо снимать, потому что тут мужик такой был ужасный, напугал, очень напугал вас. Испуг очень сильный у кого-то вижу. А кому-то психолог нужен, дипломированный, чтобы вас немножечко растормошить, чтобы эти все страхи ваши разогнать. Вот. А остальным девочкам, ну что, смириться, принять то, что было. Это уже прошло. Но кто посильнее, тот и сам справится. А кто послабее, тут и испуг надо снимать, и с психологом бы хорошо поработать. Ну, кстати, вот этот мужчина, он вам и будет домашним психологом. Он все то же самое пережил, все то же самое испытал. То есть, если вам изменяли, предали, то и ему изменяли, его предали. Если тиран был муж, то у него такая же была жена. Если мужчина использовал, обобрал, обокрал и исчез, то у него то же самое было. Вы так с ним сойдетесь, вот именно сойдетесь по несчастью. Вот, дружить будете, утешать друг друга будете. А потом поймете, что вы друг друга-то любите. У вас так любовь, знаете, вот как спокойно идет. Спокойная такая, доверительная, и на дружбе она будет построена. Не на страстях, эмоциях, да, что вот там горю, кипяток, да, из меня там во все стороны брызгает, хочу. Нет, у вас очень спокойно все это будет развиваться, и у вас больше, знаете, уже даже как вот эти радости, удовольствия от брака, они вот вместе там посидеть, друг друга посмотреть, там, не знаю, погулять где-нибудь, что-то новое увидеть. Вы, кстати, с этим мужчиной очень много будете путешествовать, очень много. Увидите новые места, а кто-то с мужчиной даже куда-то вот прям поедет, переедет даже, возможно. Очень неплохо у вас идет. И, мои хорошие, что хочу сказать, брак тоже у вас будет и официальный, и, скорее всего, религиозный, либо оформленный. Ну, например, да, если мужчина живет в другой стране, вы оформляетесь у себя и оформляетесь в другой стране. Вот у вас и у одних, и у других идет 2 брака. Но 2 брака с одним и тем же мужчиной. Понимаете? Так что, мои хорошие, вот такая история. Ну и напоследок еще хочу сказать, у кого разбили пару, вот именно разбили, ну, например, родственники, либо из-за проблем вы как-то разбежались, разошлись. Мужчина такой, вот знаете, ленивый и очень строптивый. По возрасту, как вы, может быть, ну, пару лет, да, постарше. И инициал у него, либо на Л его зовут, либо на А его зовут. Разошлись вы вот совсем недавно. Вы как молодая семья мне идете. Смотрите, вы с ним заново сойдетесь, вот говорю для какой-то определенной девочки, и у вас еще вот, ну, какие-то будете давать друг другу обеды, там, клятвы верности. Вот вы сойдетесь. Это на мужчина, да, А или Л. Недавно совсем, но в течение этого года вы разошлись, но были в браке. Вы опять сойдетесь, у вас вот этот один мужчина на всю жизнь идет. Так что все будет замечательно. Не пришли ко мне девочки-одиночки. Я не вижу, чтобы кто-то здесь один оставался. Нет. Здесь все мои хорошие, кто зашел, рано или поздно найдут свою судьбу. И тут действительно мужчины по судьбе. По судьбе хорошие мужчины. Конечно, со своими тараканами, но положительных моментов гораздо больше у этих мужчин, чем то, что было у вас до. Плюс и вы стали другая, вы стали более опытная. Кто-то более, например, спокойнее, сговорчивее стал. А кто-то себе все-таки цену назначил, потому что девочки себя очень сильно обесценили в браке. Вот кто был в браке. Прям вообще себя ниже плинтуса. Нет, так нельзя. Нет. Так, вот еще момент, чуть не забыла, да, все смотрю и забыла. Девочки, которые выйдут повторно или в 3-й раз замуж и уедут в другую страну жить с мужчиной, вот именно уезжают, у вас там еще какая-то, ну, либо карьера, либо дело какое-то у вас появится. Вы еще как-то очень высоко подниметесь, выше, чем другие люди. То есть
Ну, мало того, что жизнь свою личную устроите, так еще вот, смотрите, как в руках дело целое держите. Чем-то заниматься очень активно будете. Замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.